Готов? Готов на 100%. Честно сказать, за победой не ехали. Приехали только за наши действия. Всегда нужно стремиться к победе. К победе нужно стремиться. Ты прав. Весь наш народ. Так что тут все победители. Я считаю так. Которые уже приехали сюда на эту выставку, я считаю всех победителями. А те, которые болтают своими языками, они обычно сидят дома. И кормят овцом своих лошадей. Почему они здесь? Напротив, да? Напротив он будет бояться. Конь будет бояться. Сейчас, подожди. А, вот он, вот так оденется, быки. Может чуть погладить его. Конечно. Погладь. Яра. Молодец, ты пора. А я что, бассейне. Зачем берете Ты можешь поэтому застегивать. Молодец, ты молодец. Спокойно, спокойно. Не, посмотри сюда. Джаттай. Амадей, Каракуш и... Я за ними? На землю. Прям зажигалка.
народного спорта. Добрый вечер. Я отдельно приветствую всех наших гостей, которые приехали из Карачаево-Черкесии. Добро пожаловать сюда, в Москву. Добро пожаловать на Эквирос. Мы рады вас видеть, рады видеть ваших представителей, ваших лошадей, что немаловажно. Владимир, а вы ездили на частных лошадях? Вы как только готовы на тракетах, на ездить? Я ездил абсолютно на всем, на чем можно ездить, вплоть до блюдов и слонов, но ездил на Карачаевых, на лошадях, которые представлены нашими друзьями, на этих лошадях, которых можно ездить везде. Если на Ганновере или на Гольштине, можно только прыгать выше, шире, на чистокровных можно скакать, то на этих лошадях вы можете делать абсолютно все, а самое главное, это как Гелендваген, по пересеченке ехать в нашей стране, и у которой очень огромные традиции. Владимир, ну мы вас ждем на охотной базе Хасана Салбакарова, накормим вкусно, прокатим с ветерком, покажем такие горы водопады, что клипов на машинах как-то не бывает. Так что ждем вас. Спасибо большое за приглашение, я с удовольствием воспользуюсь этим приглашением, приеду и еще раз поезжу на этих лошадях, но такой небольшой анонс для тех, у кого есть планы после этого шоу расходиться, не расходитесь. Вас ждет очень такой интересный сюрприз, а сюрприз состоит в следующем. Начнутся соревнования по конкуру, конкур это классический вид спорта, и первый маршрут у нас будет в виде других подгонов, будут всадники на сумасшедшей скорости преодолевать барьеры, но второй маршрут, я думаю, многие из вас еще не видели, что это такое. Это называется конный биатлон. Поверьте, конный биатлон, так как и лыжный биатлон, там будет присутствовать ружье. Но чтобы вы были спокойны, ружье лазерное, выглядит оно абсолютно идентично, как настоящее биатлоническое ружье. И ружье заряжено. Поаплодировать. Хотелось бы, чтобы вы поактивнее участвовали в выборе лучших лошадей, выражали свои эмоции максимально. Спасибо, спасибо всем за то, что пришли. Спасибо. Спасибо, Хасан Салбакаров, владелец конобазы Конодвор Хасан Салбакаров. Приезжайте в Карачаево-Черкесию. Ну и через считанные секунды мы начинаем. Начинаем мы наше шоу с лошадей, которые в этом году покорили Эльбрус, самую высокую точку в России и Европы. Аплодисменты! Встречаем на этом манеже. Даблы и босс, вашему вниманию. Надо аплодировать, это не быстро, здесь можно погромче, друзья. Протестные борцы даблы и протестные босс, оба 2011 года рождения. Владелец Аслан Кулиев. Нам что космически повезло с вами, что вы стали
наши станции и кому именно выражаю искреннюю благодарность. Желаю здоровья, долгих лет жизни и себе, и подрастающим поколениям. Желаю и советую, даже прошу, чтобы занимались лошадьми и максимально старались сохранить эту уникальную, непревзойденную породу, чтобы занимались. Это универсальная порода, которая может преодолеть любые подъемы и спуски. Я лично давно хотел, у меня, можно так и сказать, что это была мечтой подняться на самую высокую точку Европы. И благодаря Всевышнему и нашим братьям нам удалось подняться именно на западную вершину Европы на высоту 5642 метра. Лошади на этой высоте довольно-таки очень себя хорошо чувствовали, в чем мы не сомневались. Огромное спасибо. Давайте покажем, насколько хороши эти лошади под седлом. Я пока немножко расскажу про восхождение. Я думаю, можно уже здесь легко. На восхождение всадники выдвинулись с 13 на 14 сентября 2019 года. Подъем длился 12 часов 20 минут. На вершине были 14 сентября в 10 часов 20 минут. По пути было сделано 2 остановки. Первая на высоте 5100 метров. Следующий привал был на седловик между западной и восточной вершинами. Цель была подняться на западную вершину, высота которой 5642 метра. И они сделали это! Я предлагаю сейчас диджею музыку чуть погромче и показать во всей красе этих прекрасных представителей карачаевской породы лошадей. После того, как мы увидели, насколько прекрасна эта порода, и мы начали приоткрывать, так сказать, завесу тайны, насколько она хороша, и рассказывать о ее великих свершениях, о покорении Эльбруса, самое время презентовать международный паспорт карачаевской лошади. И первым словом представляется Владимир Александрович Рудин. Уважаемые друзья, уважаемые зрители, владельцы, мне сегодня представилась честь впервые перед вами и всеми владельцами конной общественностью представить международный паспорт лошадей карачаевской породы. У нас крайне мало пород, которые могут проходить с этим паспортом. Я хочу сказать, что вся история создания, развития и совершенствования карачаевской породы лошадей достойна того, чтобы сегодня мы могли этот паспорт вам всем презентовать. На сегодняшний день карачаевская порода лошадей самая многочисленная из всех городских пород лошадей. Она насчитывает более 25 тысяч пород лошадей. Ни одна порода не может обходиться таким количеством. И я хочу поблагодарить Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесии, всех владельцев лошадей, любителей лошадей Карачаево-Черкесии и недавно созданную Федерацию карачаевской породы лошадей за то, что они сейчас очень активно взялись за развитие этой замечательной, самой древней породы лошадей. И я уверен, что народы Карачаево-Черкесии гордятся своей породой, потому что весь быт Карачаевской
Следующее время есть что сказать у президента Федерации Карачаевской породы лошадей Рамазана Бердиева. Здравствуйте, дорогие друзья. Владимир Александрович, спасибо вам за сделанные слова, за высокую оценку нашей деятельности. Я бы очень хочу вас, конечно, сделаем все то, что этот раз все, чем мы также хочу выразить слова благодарности Лазареву Дмитрию, который разработал этот паспорт. Дмитрий, спасибо вам большое. Мы ценим, уважаемый суд. Большое спасибо. Так решить истории. И пусть дальше в страницах истории Карачаевской породы лошадей будут только светлые, яркие, самые замечательные страницы. Никаких больше трудностей, только самые большие достижения, покоренные вершины и так далее, и так далее. Аплодисменты. Спасибо большое. Продолжаем наше шоу. Не прощаемся и... Еще раз хочу поблагодарить Мирина Александровича. И хочу поблагодарить ребят, которые подняли лошадей на высочайшую точку курса Европы. И хочу сказать еще пару слов о том, что мы делаем. То есть сегодня мы хотим вас ознакомить с этой прекрасной породой, с Карачаевской породой лошадей. То есть я хочу, чтобы вы обратили внимание на этих лошадей. Все-таки я уверен, что будущее за этими лошадьми, они, как известно, очень взрослые, очень неприкасливые, они мало слушают, все-таки много работают, и не обязательно вести откуда-то большие тонны долларов или евро заграничных лошадей для того, чтобы здесь ездить и получать удовольствие. Пожалуйста, обратите на это внимание, и у нас все будет хорошо. Спасибо. Спасибо, Хасан. Но об универсальности этих лошадей мы еще будем говорить с вами сегодня весь вечер. Спасибо.
участников и гостей 21-й российской выставки лошадей. Хочу сказать о нашей породе. Сегодня мы ее называем карачаевской, потому что мы сами носим это имя, и порода имеет тоже название. А эта лошадь прямой и достойный потомок знаменитой сарматской, а впоследствии аланской лошади, флаги которых вы видите на трибунах. Эта порода одна из древнейших пород нашей родной любимой России. Это национальное достояние нашего народа, и эта порода представлена огромным генетическим разнообразием от специалистов. Я хочу подчеркнуть то, что существование генетического огромного разнообразия в породе – это залог выживания породы в любых условиях, что она и демонстрирует в течение многих столетий. Огромное спасибо. Пригласим к судьям Курзука. Пожалуйста. Проходите перед. Вставайте перед нашими уважаемыми членами жюри. Сейчас будет стандартная процедура. Лошадь оценивают в выстрелебной стойке, на шагу и на аллюре, на рысу. Такой осмотр называется монитирование. Курзук уже явно не терпится продолжить движение. Давайте продолжим на шагу. Пожалуйста, покажите нам. И можно рысу, правильно? Да. Дорогие друзья, в породе существует три породы титулов. Эти три лошади, которые мы сейчас вам представляем, относятся к характерному штуку. Это наиболее выгодный пород. Иными словами, их можно назвать еще и Судьи будут оценивать, но и вы. Обязательно отдельный приз зрительных симпатий вручим той лошади, которой вы отдадите свои самые бурные овации и свои сердца. Поэтому, пожалуйста, не сдерживайтесь, хлопайте, аплодируйте. Еще раз повторюсь, у нас здесь не быстро. Эти лошади не боятся ничего, ни громких звуков, ни крутых обрывов. Поэтому, пожалуйста. Она очень послушна в руках, но она где-то очень энергично доступна. Как вы видите, что она сейчас спокойно движется ручками. Видите, как они часть того, что обладает особым аллюром, называемым ходом по-русски. Это наиболее комфортный способ. Давайте поаплодируем Джамбаеву.
видите, он наступает на строительном оголовье. И сейчас эта пара вам покажет чудеса дружбы между человеком и лошадью. И опять же, вы сейчас убедитесь в том, насколько универсально крачайская порода лошадей. Они могут скакать по горам, они могут показывать джигитовку, все мы сегодня ее уже видели, а могут быть вот такими вот чуткими, нежными. Владелец гешефта Ксения Мотовчин. Гешефт находится в тренинге у замечательного беретера Людмилы Мещеряковой. Вот она идет рядом с Екатериной, и поверьте, ей нужно поаплодировать, потому что то, что вы сейчас видите, это что-то потрясающее, удивительное и достойно всех похвал. Привыкает. Беги за ней. На ходу всего так красиво запалил. Навстречу, навстречу.
слабоустойчивая, мощная шея, эти лошади способны производить достаточно серьезную работу. Обладают очень крепким костяком. Это восьмикровному костяку тоже, конечно, присущий крепчайший капотный рог, который практически можно изнашиваться даже на горных пробах и можно использовать без отходов. Но тем не менее, лошадь абсолютно культурная, все работают, все коневладельцы, абсолютно осознанно поддерживают А перед нами замечательный представитель характерного седьмого массивного типа, прошу прощения, Амадей. Давайте поаплодируем. Именно он станет победителем. А может быть, именно он возьмет весь зритель симпатии. Кто знает, как разворачиваются события этого вечера. Действительно, на что прежде всего обращает внимание сантиметров полки. Здесь обхват руки его не менее 180 сантиметров. То есть это очень мощная лошадь. Они часто бывают растянутым корпусом, то есть касательно туловища, либо равняется, либо чуть меньше обхватывает руки. Мы видим перед собой лицо Амадея, который мы лошадь, которая не на 100% соответствует этому типу, которая такого сказать, что основу своей массе они еще более быстрее. совершенно строгие правила, как ставить инструментную стойку, например, можно ставить быстрее стороной, определенно должны располагаться ноги. И Хендлер, это человек, который вводит лошадь на ринг, это совсем не так просто, как может показаться на первый взгляд. Когда он делает седло, вы убедитесь в этом. Вот здесь сейчас он показывает свой характер. Мурат большое сердце, вот и характер. Вот он показывает себя во всей красе. Хозяин говорит, что он предан ему на все 100%, пойдет хоть куда, хоть в гору, хоть в воду. И это на самом деле уникальное отличительное качество всех вращающих лошадей. Мурат косячный жеребец. То есть он пасет свой косяк, это часть табуна, примерно 20-25 лошадей, как будто жеребят в высоких горах. И, между прочим, за этот год ни один волк не подкрался незамеченным Муратом к этому косяку. То есть ни один жеребенок не умер, а все, как понимаете, в горах такое может случаться, потому что луны пасутся на пастбищах, на вольных хлебах, так сказать. И тут уже зависит от того, насколько смелый и яркий жеребец, сколько выживет жеребят, сколько жеребят будет съездить на полками. Мне кажется, баран заслуживает очень много аплодисментов. На левом бедре лошади. Можно повернуть лошадь левой бедром? Дорогие друзья, я прошу обратить внимание. Это уровень селекционно-племенной работы с породой. На левом бедре лошади вы видите первый на территории постсоветского пространства нашей родной любимой России. Первое породное тавро лошади. Не конного завода, а именно породы. Стилизованная буква Г с твердым знаком. Это тавро
представители Карачаевского рода лошадей на племенной лошади должно быть этот народ. Спасибо большое, девушки, спасибо большое еще одним замечательным жеребцам. Ну, а мы продолжаем нашу шоу-программу. И вашему вниманию представляется второй номер ансамбля «Ас».
на Карачаевской лошадь самая быстрая, на ней удобно ездить. Хочу рассказать. А что еще нужно сказать? Браво, браво, ребята, браво карачаевским лошадям. Спасибо вам большое. Обязательно приезжайте к нам выступать еще. Согласны? Спасибо, спасибо. Ансамбль Карача. Ну, а мы продолжаем. Имеет такое огромное сердце и столько смелости, что дает отпор даже хищникам. Рассказывают про такой случай, который случился с монархом. Его владелец с друзьями, они проезжали мимо верхом и увидели, что монарх весь в крови, и он ранен, ходит от своего косяка. Казалось, что был нападение волков, но, как я уже сказала, один же ребенок не пострадал. Монарх потом лечили 2 месяца, но, как видите, опять мы услышим сейчас много интересной информации. Дорогие друзья, это высшая форма существования вообще лошади, особенно в Карачаевской. Это верховой тип, это результат многолетней селекции коннозаводчиков нашего края. Это явно выраженный тип верховой лошади, со спортивным экстерьером, высоконогая, на более тонкой кости, но здоровой и мощной. Просто посмотрите на это роскошное существо. Все самые высшие эпитеты, которые только знают человечество, можно применить в отношении лошади. Смотрите на это глаз, на эту масть. Я должен сказать, что наш народ предпочитает темные масти. Вы у нас не встретите рыжих лошадей, вы не встретите лошадей с рыжей гривой. Преимущественно 85% это гнеды, темные гнеды. Высшая форма – это лошадь вороная. Это применялось и с целью маскировки во время проведения боевых действий. Эта лошадь успешно участвовала во всех войнах. Перед вами, дорогие друзья, самурай. Самурай – представитель полукровного типа и представитель замечательных конкурсных качеств, которые показывают карачаевские лошади при надлежащем тренинге. Он отлично прыгает, занимает призовые Азана Осман Татьяна. Будто бы слышат музыку Азана, прям так, с мотивом. Идет судья. Я напоминаю, что сегодня мы еще обязательно вручим приз зрителям симпатии. Вот со мной соглашаются. Небольшое пояснение, почему мы это делаем. Это группа лошадей с небольшим
арабское юго, английское чистокровное положение. Делается это с целью уведения новой породной группы, а точнее сказать, восстановления этой работы. Однако очень успешно проводится примерно хозяйство. Если во всех этих трех жильцах вы видите не более 25%, то есть сертификат арабской или английской крови. Больше половины запускаем, и гараж должен быть с более высоким содержанием крови выделенного оборота, не приемлемо, попросту говоря, наши суровые условия не выживаем. А уже прежде всего нам нужно все-таки наши суровые условия. И в первую очередь именно этот технологий тип используется в спорте. Спасибо большое, участники. Yeah.
Следующий диплом получает самурай, карачайское племенное хозяйство. Самурай получает заслуженную награду. И следующий диплом получает сармат, также карачайское племенное хозяйство. Я только смотрю, думаю, вроде будет, и думаю. Видишь, чтобы этот стедик. Курсу владелец Ансар Каим. Поздравляем вас. Диплом Петроса награждается босс, владелец Аслан Кубиев. Диплом 21 международный конкурс Петроса награждается Дамы, владелец Аслан Кубиев. Один из покорителей Эльбруса. Так, ребят, надо внимание, чтобы оттуда снимать, как зрители. Дипломом 21 международной конной выставки «Экирос» награждается Каракуш, карачайское племенное хозяйство, владелец Расул Аджиев. Дипломом награждается Горец, владелец Хусей Качкуга. Горец. На него смотрим. Смотрим. Диплом давай возьмем. А? Не хочет. Владелец Ансар Каимов, жеребец Курсу. Давайте развернемся к зрителям, да. Кто-то... На него.
Молодец. Кудусов, молодец. Подвинься, порядок. Поздравляю вас. Аплодисменты. Второе место в международной конной выставке «Квиро» среди лошадей кратчайшей породы массивного типа занял жеребец «Баран», владелец Рамазан Бердиев. И И уже готовится жеребец Каракуш, занявший третье место на международной конной выставке «Квиро» среди лошадей кратчайшей породы массивного типа. Владелец Алла Войчук. Каракуша нет, и мы приступаем к награждению победителя среди лошадей кратчайшей породы верхового типа. И это великолепный горец. Владелец Хусейн Качмуков. Поздравляю вас. Второе место среди лошадей кратчайшей породы верхового типа занял жеребец Монарх. Владелец Расул Аджиев. Расул, проходите сюда, мы ждем, чтобы поздравить вас. И подарки от компании «Дикий медведь» всем нашим призерам и победителям. Третье место среди лошадей кратчайшей породы верхового типа занял жеребец Агур, владелец Карачаевского племенное хозяйство. Поздравляю вас. Еще пока фото на память. Победитель международной конной выставки «Квиро» среди лошадей карачайской породы полукровного типа. Победителем стал Азам, владелец Осман Эркена. Поздравляем вас с этим достижением и ждем на следующих шоу и чемпионатах и желаем дальнейших успехов, а вместе с нами и компания
пригласить зрителей. Группа поддержки есть у одной из лошадей. Кто достоин зрительских симпатий? Нет. Что ж, у этого жеребца есть группа поддержки мощная на трибунах. И приз зрительских симпатий получает Азан. Также получается подарочный сертификат на фотосессию. Потише немножко, пожалуйста. Голову ближе, поближе. Благодарность Голове. руководству. Подойди поближе, к голове поближе. Надпись на этом дипломе вручает Хасан Салпагаров, один из тех людей, кто в очередной трудный момент для карачайской породы кандидату сельскохозяйственных наук, научному сотруднику Всероссийского научно-исследовательского института коневодства. Благодарность Демину Владимиру Александровичу, доктору сельскохозяйственных наук, профессору, заведующему кафедру коневодства Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева. Благодарность Зайцеву Александру Михайловичу, директору Всероссийского научно-исследовательского института коневодства, кандидату сельскохозяйственных наук. Мы передадим. Благодарность Цыганок Инне Борисовне, доценту кафедры коневодства Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева за большой вклад в популяризацию карачаевской породы лошадей. Благодарность Ивзееву Инверу Магомедовичу, председателю судейского совета Федерации карачаевской породы лошадей. Я так понимаю, тоже передадут ему. Благодарность Харюткину Алексею Владимировичу, заместителю генерального директора Конгрессно-выставочного центра «Сокольники», директору международной конной выставки «Эквирос» за большой вклад в популяризацию карачаевской породы лошадей. Лазареву Дмитрию Ивановичу, диплом находится своего обладателя. А теперь благодарность Клемешевой Анне Сергеевне, Тридкаргуновой Анне от Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики за ее огромный вклад в развитие, популяризации карачаевских лошадей. Спасибо большое. Хасан, осталось только одно, прежде чем мы наконец поступим к туристу манеж, определить, кто же с 50% скидкой поедет к вам отдыхать. Так, отвернитесь, нет, так, ну, куда вы смотрите. И вот прямо так вот одну бумажку. Гранчева Валентина. Крачева Алевтина оставила номер телефона, так что мы с ней обязательно свяжемся и получим ей скидку 50%. А пока скульптор Юлия Радкова хочет подарить Хасану Салпагарову также небольшой подарок. Это рельеф. Юлия, может быть, вы сами скажете что-то? Хочу вручить большой сувенир в честь Эквироса, в честь нашего знакомства. Спасибо большое, за то, что следуете. Прекрасное у нас место, сказочное.
Нет, ты делай, у меня видео. Это видео, делай, да. Так, сделай. Toka bıçaktım az. Dur bekle getir. Hani çukur var ha. Arı git kaynıyor şunu. И поворачивает. Ужасно злую лошадь, которая бросалась на людей, как овчарка. Откушенные пальцы, поломанные ребра, травмированные дети. Остановись, тебе стой. Задержи кадр чуть. Ну, 4. 8. 28, 4 нету. Прям. Рамазан, смотри. Руку покажи. Индия.
Сейчас, подожди. Отсюда делать? Нет. Ой, как здорово. Отойдите, пожалуйста. Плохо за голову нельзя трогать. Они тронут, не это. Давай, Шар. Видишь, подходит. Раз, два, три. В левую сторону поворачивай. Ага. Давай, брать, быстро и находишь, брать. Вот это. Ты иди. Самое главное, что вы можете сделать, это потрясающая история тому, как лошадь может научить человека. Гулян. А ты с этой стороны его чуть погладь. Да. Невидимые слова, пятый, нет, но, поставь, теряю сознание, падает в обморок, нет. Моя лошадь к этому не готова, мы сделаем конечно скорее. Но дело в том, что секрет прост. Пятый — это несложный элемент для лошади. Да, вы должны прокачать ей любой культуры среды, вы должны научить описать ее йода, но в целом для ее понимания это абсолютно несложный элемент. Мы очень часто перенапрягаем. И разворачивай. Вот так могу сделать. Вот. Пойдет шаг? Сейчас. Самое
şu ekler sola var ayakta. Yapmalar. Hepsiyle ekler çıkıyor. Cemsi olmaz o da. О. Кадр сделаешь? Давай, делай. Сейчас, подожди, сейчас сделай. Сулим, отходи тоже. С Москвы, москвичам. Приветствую вас. Да, в ту сторону. Да, да, да. Да, да, я посередине. О, Арцаку, Чебугу. Все ровно. Братья приехали. Я только в Качеве недавно приехал. Где-то приехал, подвезет вас. Ради лучше не становись. 3 месяца. Али. Давай поставим лошадей. Мурат. Шляпу дай, шляпу дай. Все, мы готовы. Смотрим, смотрим. Дай внимание. Будьте повеселее, пожалуйста. Чего вы так? Все. Вот на них двоих по очереди. Туда, туда, да, Ансар, Ансар, туда. Спасибо. Марика, иди сюда. Саша, я ее тоже упоминаю. Ты такая классная. Смотрим. Все, спасибо. Все, я работаю. Не опасно. Раз. Иди сюда, скорее. Чуть быстрее. Так, вот сюда иди. Так, кого забыли? Товарищи. Марика.